в котором мы могли бы, значит, показать единым фронтом, показать, что все те ярлыки, которые навешаны на наш народ, о том, что мы бандиты, террористы, все, что там навешивал с тех пор, о том, что мы сепаратисты, вот это все, что это все показать, что это не так. И в то же время не выстраивать здесь какие-то религиозные. Эти люди, которых сейчас вы говорите, они до последнего там 2 лет, раньше они все время занимались вопросами непризнания, скажем, легитимной власти Чеченской Республики Ичкерия, в принципе, президиум правительства, которые есть люди, направленные сюда специально для работы на зарубежье, отрицанием этого и попыткой, значит, прийти туда, сказать, что нужно создать какое-то свое государство. Когда они говорят, нужно создать свое государство, мы должны понимать, что в этих словах заключены, значит, мысли их о том, что они признают наше государство, и они создать. Нам создавать ничего не надо. Нам нужно деоккупировать, освободить свою территорию и восстановить там легитимную власть. Это как вот мы работали с украинскими нашими товарищами, тогда была признана наше признание, было конкретно сказано, что Чеченская республика незаконно оккупирована и осудила геноцид чеченского народа. То есть это не говорится, ими не говорилось. Теперь они на ходу переобуваются и говорят вот эти вещи, что мы теперь демократы. А кто может поверить тем, кто обманывает? Вот даже в этом случае, когда они говорят, что президиум их поддержит. Нет, мы не поддержим ни их, ни других. Те, которые говорят, что они власти, они не могут власти, потому что они имеют некую основу, скажем, на Западе. И эти люди, они были предупреждены много раз, прекращайте, давайте действовать в помощь деятельности нашего легитимного органа власти, пусть в усеченной форме. Если говорить о том, что здесь на Западе должны быть какие-то структуры власти, то это невозможно, потому что мы находимся в других странах. Наша задача, скажем, легитимной власти, это разъяснить остальному миру, что наша страна незаконно оккупирована, и признать, что необходимо ее деоккупировать. Мы много раз говорили о том, что вот эти все, скажем, Балтийские республики, к примеру, они были оккупированы, незаконно захвачены независимым государством. И после того, когда вот эта ситуация в 90-м году случилась, именно потому, что они были незаконно оккупированы и считались таковыми, они были освобождены. Вот эту работу нам надо тоже проводить в нашей республике, так? И здесь мы эту работу ведем. Мы это понимаем прекрасно. Но наши вот эти вот люди, которые здесь очень хотят сесть на голову или на шею нашего народа, а наш народ не глупый, он не знает, кто есть кто, и поэтому мы говорим, прекращайте эти дела, вы собираться можете, все говорить, но говорит о том, что вы там о законности, незаконности, имеете ли право или нет, взгляните в Конституцию, посмотрите, на что имеет право общественные организации. И это должно быть, если вы говорите о каких-то других вещах, это должно быть связано с нашей легитимной властью. Отдельно отрыве от действующей легитимной власти Чеченской Республики в зарубежье, все действия по линии, значит, скажем, воссоздания или решения каких-то вопросов государственных, они идут вразрез нашей Конституции и вразрез той воли, которая была проявлена нашим народом на общенациональном съезде чеченского народа в Грозном с 23 по 25 ноября. И вообще я считаю, что вот эта линия, которую они говорят, общенациональный съезд и все такое, оно, по-моему, где-то здесь заложена мысль о том, что ослабить или не признать решение нашего народа, которое было тогда в 90-м году, значит, принято решение общенациональным съездом чеченского народа, и на этой основе потом было и создано наше государство. Вот до чего это может, как бы, значит, интерпретироваться, и поэтому мы, еще раз заявляем, мы не имеем никакого отношения к этой деятельности, мы их не признаем, потому что их действия
вне Конституции Чеченской Республики.